Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости, педагоги. Сегодня, 15 декабря 2023 года, в школе появится мемориальная доска, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о войне, о гибели людей, о материнском и человеческом горе. Митинг, посвященный памяти нашего выпускника Бабаева Исмаила Алимурадовича, погибшего при исполнении воинского и служебного долга на Украине, считать открытым. Звучит гимн Российской Федерации. Слово для выступления предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирханову Саиду Мусиновичу. Уважаемые родные и близкие Исмаила, уважаемые участники торжественного митинга, дорогие дети, сегодня на стенах Ашагасталь-Казмалярской школы появится мемориальная доска в память о нашем герое, погибшем в ходе специальной военной операции Бабаеве Исмаиле. Я хочу выразить искренние слова и соболезнования родителям, близким Исмаила и одновременно поблагодарить их за воспитание такого героя. Хочу поблагодарить саму школу, потому что роль школы тоже немаловажна в воспитании подрастающего поколения. Конечно, горько, обидно нам всем, что продолжают гибнуть наши ребята, жители района в ходе специальной военной операции. Но, тем не менее, сегодня мы с вами должны понимать, помнить и на будущее всегда знать, что эти ребята уходят из жизни, отдают свои жизни за святое, за правое дело, защищая нашу Родину, защищая наш народ от посягательств врагов. И думаю, что уверен, что вы, ребята, и будущее поколение школьников нашей Ашагасталь-Казмалярской школы, заходя в школу, проходя мимо этих мемориальных досок Руслана Абасова и Исмаила Бабаева, всегда будете видеть и помнить, что были рядом с нами, выросли в селе, учились в этой школе такие люди, которым мы с вами должны всегда оставаться благодарными за то, что сегодня живем под мирным небом, за то, что вы сегодня имеете возможность, мы с вами имеем возможность мирно трудиться, строить вот такие новые школы, как Ашагасталь-Казмалярская школа, которую мы буквально несколько месяцев назад открыли. К сожалению, Руслан Абасов, Исмаил Бабаев не имели возможности учиться в таких школах, вы имеете такую возможность. За это мы должны быть благодарны нашему государству и, главное, нашим героям, которые дают нам сегодня возможность с вами вот так мирно жить, учиться, трудиться. Хочу всем вам пожелать, чтобы вы всегда жили под мирным небом, чтобы вам не довелось испытать те тягости, те горькие моменты, которые испытали вот эти наши герои, ребята, которые ушли из жизни. Всем вам мирного неба над головой, здоровья и благополучия. Слово предоставляется директору школы Асланову Джабраилу Агамирзоевичу. Уважаемый Саид Мусинович, уважаемый Алимурад Шамсудинович, действительно сегодня в печальной обстановке приходится нам открывать мемориальные доски, в частности нашему выпускнику Исмаилу Алимурадовичу, в частности
Это связано с тем, что действительно человек, получивший воспитание в нашей школе, в стенах нашей школы, проявил геройство, проявил мужество ради спасения своей отчизны, ради защиты своей отчизны, ради того, чтобы сегодняшние школьники, когда-то кем он сам был, жили в мирной обстановке, проявили себя в учебе, в спорте, в созидательной деятельности. Это большое горе для родителей. Смерть молодого человека, сына, который оставил после себя семью без кормильца, который действительно горел тем желанием, чтобы проявить патриотизм, характерный для наших выпускников, для наших ребят, для наших воспитанников. Это, конечно, проявил Исмаил. Мы будем помнить его, увидев мемориальную доску на стене нашей школы. Мы снова будем помнить его как героя, как человека, который получил такую возможность проявить такой патриотизм, к сожалению, ценой жизни. Но война есть война, спецоперация, которая продолжается сегодня на Украине, она действительно нацелена на то, чтобы защитить нашу страну от того, чего хотят западные страны, ополчившись на то, что на наши ценности, на наши богатства, и стремясь того, чтобы расчленить нашу страну и получить те богатства, которые у нас имеются. Этого мы не позволим. И здесь, конечно, пример Исмаила, как и Руслана, наших выпускников, они доказали еще раз, что на страже нашей страны, нашей отчизны есть такие гордые сыновья, которые доказали свою честь и достоинство. Выражаю большую благодарность Алимураду Шамсудиновичу, всей семье Бабаевых, то, что вместе со школой воспитали такого героя. Спасибо. Бабаев Исмаил Алимурадович родился 3 августа 1994 года в селе Ругун Курахского района. В 2001 году пошел в 1 класс Ругунской начальной школы. Учился в школе-интернате в Дербенте, после в Икринской средней школе. С 2010 года учился в Ашигастал-Казмалярской школе. После его окончания Исмаил учился в Дербентском социально-педагогическом институте. В 2020 году поступил на контрактную службу в Каспийскую флотилию. 9 марта 2022 года Исмаил вместе со служивцами отправился в зону специальной военной операции на Украину. В возрасте 29 лет при выполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине 9 ноября 2023 года Исмаил погиб. У него остались жена и 3 детей. Горько и тяжело на душе. Уходит лучший из лучших. В рассвете сил, полные надежд и планов. Ничем не восполнить эти потери. Никакими словами не утешить боль родных и близких. И одно только может смягчить горечь утрат. Наша память, понимание. Он погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. Слово предоставляется учителю химии Бабаеву Абдурахману Шамсудиновичу. Hürmetli malima, atanam mana azizdir ayala. Baba İsmail za şkolda fenni tarsarkaydı. Hihta yolturama. Учна жбер хсан дайдан кезет, хсан тербей ваяты. Чешченло yolturama. Тарсан хсан kalda, хсан зарин гвике спорт рикала йолты. Ama vatanda evez gela специальная операция с Амфене Украинда, шна гей тарсарка, шна гада гей тербитка, за чидверка, за фирка шна адапзанде со шму сеферда благодарся постоянных танмасте. Вот что подавите, давея, акме кечуна базмаде, мерка толуп арнуаде, да за калму кадака мембрандаска. Хадда пример почему шна верда активите, гада сон тербиканва, лахак лахида. Хилах тем бичи велика айолтерма. Хаиф кемче арада акатна адандер бадезне кистахна девлером нагнат качне мероприятие козу.
Однако мат хомяча черке разумута, чна тхоза чепетертис воспитание говорит, куда la хомячам чна великость, куда гадас отдалам чешне почуда, ада тхак лахарес велидас, чна чешня чаберс куда плохо. Чуксо. Слово предоставляется заместителю главы сельского поселения сельсовета Шагастальский Ибрагиму Гаджимагомедовичу. Hürmetli üyeler, hürmetli malimler, hürmetli tanımlar. Кайчойнул кошмальный метик лет футболкану. Учил это, че и школа докеанла, че ученик Бабаев Исмаил, че хукумат им буржет лет худа вахтунда бедбахтулин düşürtüge katna rahmet etsin. Oy hada suran nur kura. Harsa erkek veleddi burjuya çi vatanhüz akajon. İ çi Babayev İsmail aktif bir kasat kana çi vatanhüz da vaktunda iktim gereksiz bedbaxtidin düşürtüge katna rahmet etsin. Hada kazanırız, muvakkileriz. Sağ ol kura. Такого колохарта хура, чи школа малимриз, хадо тербиgai, хавруни, жанар сахуй, ларзухуй. Память, именно память в настоящее время, да и в будущем прочнее камня и бронзы, она бессмертна. Почтим память Исмаила Бабаева минутой молчания. Право открыть мемориальную доску памяти Бабаева Исмаила Алимурадовича предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирханову Саиду Мусиновичу и отцу погибшего Бабаеву Алимураду Шамсудиновичу. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.
Нам не вернуть погибших, нам остается только одно – хранить о них память. Об Исмаиле Бабаеве будут помнить друзья, родные, односельчане и родная школа. Митинг, посвященный открытию мемориальной доски Бабаеву Исмаилу Алимурадовичу, считать закрытым.